Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Ирина Никиенко, я ученый-секретарь Томской областной библиотеки и куратор межрегионального проекта Александр Николаевич Радищев «Путешествие из Петербурга в Сибирь». В своем докладе «Россия XVIII века. Глазами путешествующего по Сибирскому тракту» я хочу сказать несколько слов о познавательной ценности региональных разделов сайта, которые мы создали в ходе реализации названного проекта. Проект «Радищев. Путешествие из Петербурга в Сибирь» и одноименный сайт были в основных моментах разработаны в рамках сетевого взаимодействия региональных центров президентской библиотеки в 2015 году, когда отмечался юбилей главной радищевской книги, из-за которой автору пришлось отправиться в Илимскую ссылку и довелось узнать глубинную Россию, проехав почти весь Сибирский тракт. Сейчас этот ресурс эпизодически пополняется и используется при проведении виртуальных экскурсий, медиабесед для школьников и студентов, при организации консультаций для учителей истории и литературы, при выполнении фактографических и библиографических справок. Замысел проекта был основан на краеведческих наработках, широко известных в местах, которые в свое время оказались на пути следования петербургского изгнанника в Илимск. Действительно, случайный ночлег в бедной удмуртской избе, запуск Монгольфьера с Воскресенской горы в Томске, встреча с русским Колумбом Григорием Ивановичем Шелиховым в Иркутске и другие эпизоды путешествия опального писателя по Сибирскому тракту получили освещение не только в научных и научно-популярных работах, но и в художественных произведениях. Однако по мере разработки проекта подробности биографии Радищева становились лишь частью общей картины жизни российской провинции конца XVIII века. В результате 13 региональных разделов сайта «Радищев. Путешествие из Петербурга в Сибирь» содержит не только информацию о пребывании сильного писателя в тех или иных городах и селах на конкретном отрезке тракта, но и разноаспектную характеристику состояния этих городов, сел, регионов на момент посещения их Радищевым. Эта характеристика выстраивается путем постепенного уточнения того первого впечатления, которое Радищев излагает в своих путевых заметках, прежде всего в записках путешествия в Сибирь, и письмах, которые он адресует своему покровителю и благодетелю графу Александру Романовичу Воронцову. За этими документами следуют биография Радищева, написанная его сыновьями и содержащая ряд подробностей путешествия, упущенных в путевых заметках и корреспонденции. Более основательно обдуманные и тщательно подготовленные труды самого Радищева, такие как описание Тобольского наместничества или письмо о китайском торге. Далее работа его современников, располагавших общими или частными сведениями о жизни российских регионов на рубеже XVIII и XIX веков, например, краткое землеописание российского государства академика Иоганна Фридриха Гакмана. И, наконец, подкрепленные архивными данными публикации исследователей второй половины XIX – начала XXI века, освещающие как обстоятельства путешествия Радищева в Илимск и обратно, прежде всего монография «Радищев в Сибири» Александра Григорьевича Татаринцева, так и историю российских регионов в радищевскую эпоху во всех ее деталях. В результате пользователи ресурса получают уникальную возможность увидеть Россию конца XVIII века глазами просвещенного путешественника, стремящегося отметить природные и рукотворные достопримечательности посещаемых населенных пунктов и территорий, такие как восхитивший Радищева Верхесецкий железоделательный завод в Екатеринбурге, способного оценить уровень развития экономической и культурной жизни, в частности, приветствовать инициативу издания в Тобольске первого в Сибири печатного журнала «Иртыш, превращающийся в эпокрену». Повсюду ищущего возможность общения с выдающимися местными деятелями, каким был, например, пермский губернский прокурор, директор народных училищ Иван Иванович Панаев, известный своим вкладом в становление системы просвещения в крае. Именно поэтому материалы региональных разделов сайта так разнообразны и в большинстве случаев позволяют вести речь не только о судьбе ссыльного Радищева, но и об административно-территориальном членении Российской империи конца XVIII века, о ее этническом составе, включая самые экзотические народности, о торговле и промыслах, как распространенных во всей России, так и характерных для конкретных регионов, о росте и благоустройстве городов, о развитии науки и образования, культуры и искусства, в числе прочего появлении в Сибири первых театров, а также о многих других аспектах жизни российской провинции той эпохи. Образ Сибирского тракта в данном случае становится символом протяженности, необъятности российских территорий и вариативности единого уклада жизни в разных регионах. В отличие от биографической части проекта «Радищев. Путешествие из Петербурга в Сибирь», которая почти полностью обеспечивается ограниченным числом источников, освещение истории российских регионов в радищевскую эпоху можно планомерно дорабатывать. Томская областная библиотека приветствует появление новых региональных партнеров проекта и рассчитывает на то, что уже открытые разделы
будут поддерживаться разработчиками в актуальном состоянии, и содержание появляющихся публикаций найдет отражение в тематических справках, библиографии и иллюстративных материалах. Поэтому в завершении доклада мне хотелось бы пригласить к сотрудничеству тех коллег, которые видят возможность усовершенствования нашего ресурса, а остальным рекомендовать активнее использовать накопленные данные в текущей информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности своей библиотеки при наличии соответствующего информационного повода. Спасибо за внимание. Благодарю организаторов конференции за предоставленное слово. Желаю всем участникам успешной работы.